Получил повестку «Готовься к армии». Каждый, кто признан по всем параметрам годным, согласно закону, должен быть направлен в войска. Эта работа сейчас в самом разгаре. Молодые люди проходят строгий отбор. Медкомиссия проверяет состояние здоровья будущих солдат. Все они в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование на коронавирус. Мы уже отправили 3 команды. Буквально через 2 дня у нас следующая команда уже сформирована. Что значит сформировать команду? Это команда должна быть отобрана по медицинским показателям. Это ребята, которые прошли медкомиссию, это ребята, которые прошли профотбор. И если, значит, тех представителей, которые прибыли за молодым пополнением, они проходят собеседование, устраивают, они, естественно, забирают свои воинские части. Родные будущих новобранцев не меньше самих парней интересуются, что делают в армии, какие испытания, трудности предстоит пройти призывникам. Им стоит узнать заранее обо всех нюансах, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям в жизни на ближайший год. Данные, значит, граждане призывного возраста, а также их родители не нарушали закон и вовремя проходили военкомат. Первое, это надо будет любому пройти медицинскую комиссию, потому что нам надо знать, прошел, как он, его самочувствие, здоровье. Если он нуждается в дополнительном медицинском обеспечении, мы его отправляем, значит, в лечебное учреждение, и там он уже определенно дается срок. Вот, все те выявленные, которые заболевания, значит, он доводит до тех критериев, которые необходимы в вооруженных силах. Ну и мы уже делаем отбор. Срок военной службы по призыву 1 год. При этом произошла гуманизация военной службы. По возможности срочника могут направить для прохождения службы вблизи места жительства. В первую очередь это касается граждан, женатых, имеющих детей или родителей пенсионного возраста. Условия прохождения службы в каждом случае отличаются. Зависят от рода войск, подразделения, организации со стороны руководства. Есть воинские части, где категория годности А, это значит, он должен быть здоровый, полностью здоровый. А есть категория Б, это незначительные, будем так говорить, нарушения. Там есть своя градация у медиков, где уже идут в другие воинские части. То есть это категория А, это военно-космические силы, это десантные войска, значит, войска Росгвардии. Вот там, конечно, должно быть безупречное здоровье. Поэтому вот на этот момент мы обращаем внимание, и чтобы в армию убыли действительно здоровые, подготовленные ребята. Попав в подразделение, все 12 месяцев придется подчиняться строгому режиму дня, существенно отличающемуся от гражданского. Улучшено качество питания военнослужащих, запущен поэтапный переход на организацию питания с элементами шведского стола. Специально составленный рацион питания считается полноценным для поддержания боевого духа солдат. Если тебе необходимо, пожалуйста, можешь курицу взять, птицу там или... значит, рыбу. По религиозным? Да, именно по религиозным. То есть бытует как будто бы, вот как раньше в советское время накладывалась каша и всем давалось. А то это не так. Дается, значит, поднос, он идет и выбирает себе ту, что ему там приемлемо. Новый облик вооруженных сил России, в которых сегодня служат солдаты, разительно отличается от того, что был прежде. Особые привилегии коснутся специалистов. К примеру, новобранцев, имеющих водительское удостоверение, ждут практически во всех родах войск, а подготовка их занимается ДОСААФ России. 3-месячные курсы можно пройти абсолютно бесплатно. Гражданин, который хочет пойти, допустим, в армию, он приходит, обучается у нас по категории БЦ, он бесплатно получает обучение и свои права. Он по прибытию он получает, водитель имеет, во-первых, свободу действий. И второй плюс – денежное удовольствие выше. Служба в армии и на флоте дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, солдат получает право на льготное поступление в государственные вузы. Возможно, замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождением от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии или военно-морском флоте даст весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения. По высшим военным учебным заведениям у нас их более 40 по всей России. Поэтому, пожалуйста, выбор можете сделать. В том городе, где он находится, там я имею в виду большие города, Санкт-Петербург, Москва, вот, там очень много высших военных учебных заведений. И, пожалуйста, он может написать элементарное заявление, и уже на следующий год
вот, уже идет оформление документов в вузы. В настоящее время важнейшее направление деятельности Минобороны Российской Федерации – комплектование вооруженных сил рядовым и сержантским составом. Служить по контракту значит поставить свое настоящее и будущее на стабильный фундамент социальной защищенности. Есть такая возможность, используйте ее, пожалуйста, потому что взять сегодня денежное довольствие военнослужащего по контракту от 30 тысяч и до 50 и далее достигает суммы. Поэтому это большое подспорье для него, для семьи, откуда он ушел. Вот. Естественно, форма одежды, питание – это все бесплатно. Если он, значит, проживает вне казармы, то также предусмотрено, что государство оплачивает. Служить в армии следует и тем, кто мечтает сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении. Служба в вооруженных силах зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат без военного билета. Осенний призыв будет проходить до конца года. Всего из Ингушетии планируют отправить в армию порядка 200 новобранцев. Конечно, в армии есть свои особенности и трудности, но ведь настоящие мужчины идут в ряды вооруженных сил не за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Родине, научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью и страну. Юсуп Гелисханов, Новости 24.